Дорогие мои братья и сестры, мы сегодня все братья и сестры. Мы не муфтии, ни имамы, ни министры, ни премьеры. Мы все братья и сестры перед нашим Господом Всевышним Аллахом Ва Та'аля. И сегодня мы с вами вместе провожаем нашего брата, брата в исламе, брата по душе, брата по любви ко Всевышнему, Ринат Ислам Улы Ибрагимов. Жизнь обрывается, и без сожаления уход человека не бывает. А уход такой личности, как Ринат Ибрагимов, это невосполнимая потеря для нашей нации, для нашей мусульманской уммы, для российской и советской песенной культуры. И это невосполнимая утрата. Мы в моем кабинете регулярно встречались, мы регулярно участвовали в наших мероприятиях. Я никогда не забуду, когда мы отмечали 30-летие медресе Московской соборной мечети в новом здании КВН. Его песня «Дорога», а на заднике сцены «Дорога, путь идет к звездам, идет в небеса», и на сцене стоит харизматичный и как звезда сияющий Ринат Ибрагимов со своей песней «Дорога». И вот я, вспоминая эти мгновения, всегда говорю, когда мы обращались к нему, никогда не отказывал в своем участии в наших мероприятиях. Мы вместе молились в нашей мечети. На праздники он приходил и показывал, что деятель культуры такого уровня, он наряду своих братьев в сафе совершает намаз. Он ведь еще и хаджи, совершивший паломничество в святые места мусульман в Мекку и Медину. Могу однозначно сказать, мы потеряли образцового мусульманина, образцового семьянина. Он показал в последние десятилетия именно этот образец, образец истинного мусульманина. Мусульманин в душе, мусульманин в делах, мусульманин в семье, и он показал другим, как духовность возвышает человека. Он возвысил своим трудом, но это возвышение было как награда от нашего Господа, талант певца, голос певца, который неповторим. Я получаю даже у Иосифа Давидовича Кобзона не было тех граней баритона в голосе, как у нашего Рината Исламовича Ибрагимова, пишут мне мои братья из Крыма, из Москвы, из других мест. Сегодняшнее наше прощание с моим братом Ринатом Исламовичем – это наши молитвы. С мольбами ко Всевышнему о даровании ему своей милости, милосердия, принять
все его благие, благочестивые дела и деяния, все намазы, все ураза посты, его хадж, его благотворительные акции, которые он совершал, и, конечно же, его благочестивая жизнь как пример для всех наших верующих братьев. Да будет доволен им Аллах. И да будет награда от Всевышнего Аллаха, его душа, его место в раю Всевышнего. И, иншаллах, будет его милосердие и прощение его прегрешений и грехов, которые мы все совершаем, так как мы люди, зная, не зная. Да будут прощены и грехи. Мы искренне молимся сегодня за упокой души нашего брата. Действительно, уходит эпоха представителей нашего века, человек, который 50 лет стоял на сцене, радовал нас. Вот здесь собрались провожать нашего любимого мэтра, представители разных национальностей, вероисповеданий и возрастов. Надо мог поднять всех любого возраста, его песни, его тематика, его репертуар. Они в течение этих десятилетий поднимали и молодежь на великой стройке. Они, эти песни, научили нас любить Родину, любить близких, любить родителей, любить любимую девушку. Его песни поднимали нас, защищать нашу Родину. 4 ноября так получилось, что мы, Ренат Исламович, еще ряд друзей, наших представителей, были в Сирийской Арабской Республике. Когда Ренат Исламович запел, 300 воинов, это герои России, орденоносцы, встали, стоя слушали его. Он поднял им боевой дух. Вот он последние годы издавал альбомы, буквально торопился. Вот огромное ему спасибо, что он оставил огромное наследие нам, будущим поколениям. Здесь 4 прекрасных детей, 3 дочерей, сын. У них огромное наследие этого великого человека. Дай Бог им силы, супруги, дай Бог им терпение, вот сохранить это наследие и передать будущим поколениям. А мы вот здесь стоящие, сидящие, его друзья, знакомые, коллеги, окажем содействие, чтобы это наследие сохранить на долгие годы. Конечно, Рената любили все. В Татарстане, в России, в Советском Союзе. А как любили его в мире, когда мы с ним приехали на фестиваль на Кубу, молодежь всего мира с восхищением слушала песню. Ренат был человек необычный, и с ним уходит целый мир. Мы его любили, гордились им и будем гордиться. Светлая память, Ренат, тебе, а семье надо, конечно, помогать. Ренат, аминь. Мне посчастливилось с первого класса вместе быть с ним и по жизни идти постоянно. Вы представляете, насколько это был одаренный человек. Когда в те времена нам жилось очень тяжело, трудно было с едой, Ренат всегда выходил из положения. Он мог шить джинсы, продавать квас, делать какие-то необыкновенные предметы, такие игрушки, которые пользовались спросом. И, естественно, уже в средней школе у него проявился необыкновенный дар великого певца. И вот мы всегда по жизни с ним шли, вместе всегда говорили о хорошем. И он всегда находил для любого человека добрые слова. Он мог с себя снять последнюю рубашку в те годы, отдать обувь, отдать деньги, лишь бы только помочь кому-то. Также с большой любовью относился к своим детям, своим родителям, своим родственникам и близким, своим друзьям. И вот, когда я поехал сюда вчера, многие оставшиеся живых от нашего выпуска с 1 класса просили передать слова соболезнования, выразить родным и близким Светлане о Ренате Ибрагимовиче. Великое горе пришло к нам в семью.
потеряли не только великого певца, глашатая наших татарских песен, русских песен, но и человека, который был очень доступен всем, человека, который любил жизнь и делал все для того, чтобы прославлять эту жизнь на земле. Нам долго не будет хватать Рената Ибрагимовича. Это человек, который был внимателен к окружающим всегда. И я в своей жизни всегда чувствовал его дружескую поддержку во всех делах. То ли в жизни татарской общины города Москвы. Он поддерживал всячески нас. На всех мероприятиях он участвовал. То ли в политической жизни он всегда был активен. То есть это был гражданин Российской Федерации, верный сын татарского народа, который служил верой и правдой интересам татар. Нам не будет хватать его постоянно. Мы будем помнить, в наших сердцах он останется навечно, пока мы на земле живем. И мне хочется выразить соболезнования родным и близким Рената Ибрагимовича. И сказать, что городской совет ветеранов всегда внимательно относился. Он не раз был на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны. Он понимал их значение в жизни нашей Родины. В Совете он выступал не раз перед ветеранами, перед молодежью. И я думаю, что мы оставим навечно память о Ренате. Пусть душа его будет в рае. Я хочу поблагодарить Всевышнего за тот подарок, который он мне сделал в качестве моего мужа. Он был необыкновенно умный, добрый, порядочный. Я хочу поблагодарить всех организаторов этого процесса, что они сняли с меня весь груз этой утраты, взяли это все на себя и облегчили тем самым мое положение. Спасибо большое всем, кто сегодня сюда пришел, приехал. Я встретился с женщиной в магазинчике, мне сказали, что сорвались прямо из Казани, приехали сюда на несколько дней. За это вам всем большое спасибо, что приехали, простите с моим отцом. Спасибо. Он вообще любил объединять людей. Желание было, чтобы мы, семья, были едины. Вот, и я надеюсь, что мы сделаем это шаг. Спасибо всем большое. Спасибо. Сейчас на выход вам.